Я сказала бы, что очень интересное мероприятие сегодня для студентов, которые учатся в данном университете и которые, в принципе, приезжают сюда со всей территории республики, в частности, юга Республики Молдова, рассказать им о успешных практиках того, как можно вовлекать молодежь в гражданские процессы участия, насколько это важно, чтобы молодые люди понимали, какую роль играют они в гражданском обществе. И в том числе показать самые простые и успешные методы. И нам очень важна роль продвижения результатов, успешных результатов, полученных на протяжении нашего проекта. Необходимо делиться со знаниями, которые мы приобрели, необходимо делиться с успехами, чтобы людям было на кого равняться, чтобы людям было к чему стремиться, мотивировать их, продвигать новые идеи, продвигать важность их участия в процессе становления их же сообщества. Также необходимо подчеркнуть тот факт, что это является очень хорошим пространством для продвижения партнерских отношений. Сегодняшнее мероприятие запланировано как публичные лекции по обмену опытом, по тому, чтобы рассказать истории успехов у нас в Гагаузии. Работая с молодежью в селе, я поняла, что путем таких тренингов, путем таких встреч у молодежи повышается социальная активность. Они могут выразить свое мнение по проблемам, которые имеются в селе, могут даже определять пути решения и предлагать свои идеи, свои предложения, которые возможно реализовывать. Вы сразу услышите призыв и увидите возможности для участия в написании, участия в разных грантах, проектах, для того, чтобы та местность или то населенный пункт, откуда вы приехали к нам, или наш город, Камрад, даже территория вокруг университета была облагорожена, была изменена с вашей помощью. Но здесь прекрасные возможности мотивации. Почему? Потому что мотивация не только моральная, но еще есть и, ну скажем так, материальная, да? То есть то, чего нам иногда очень сильно не хватает. Многие из нас думают, наверное, ничего в нашей стране не происходит, ничего не меняется, никаких проектов нет, никаких организаций нет. Наверное, такое мнение есть у нашей молодежи, это правда. И благодаря этому семинару мы узнаем, что все-таки что-то происходит, что-то меняется. Оказывается, есть люди, которые занимаются этим и очень успешно реализуют социальные проекты. Значение активный гражданин, наверное, для меня, оно означает участие в общественной жизни. Я думаю, что это нужно делать, поскольку не все зависит от нашей власти, как думают очень многие люди, что должно все устраивать правительство. Это до какой-то степени только. А на самом деле дальше уже мы решаем свою жизнь. То есть вот этими обращениями, когда мы начинаем сотрудничать с примарией и другими такими структурами, мы заявляем о себе. Мы говорим тем самым, что нам что-то нужно. Во-первых, что мы есть и что мы что-то требуем. Нужно быть очень активным гражданином, чтобы изменить что-то у нас на территории, то есть в Гагаузии, и тем самым и в Молдове. Активность каждого гражданина должна быть в том, чтобы что-то, когда у нас происходит, предлагаются какие-то идеи, какие-то программы, нужно активно принимать в них участие, потому что каждая программа или идея, она влечет за собой какие-то полезные процессы развития и общества, и государства, так скажем, в целом, и региона тоже, населенного пункта. Благодаря этим программам поднимается культура всего города. Во-первых, молодежь, она она становится занятой, ей есть чем заняться, она не сидит целыми днями в интернете, потому что сейчас все закрылись, сидят только в интернете, а все хотят культуру, все чего-то требуют, а где, а почему здесь грязно, все хотят уезжать со своих городов, но на самом деле родной город – это самое прекрасное, и просто нужно встать, пойти и сделать, найти это все в себе. Я считаю, что эти семинары очень полезны, потому что на них мы учимся сотрудничать с людьми, работать с людьми, набираемся опыта. И благодаря таким семинарам у нас в обществе меняется мышление, и мы стремимся к тому, чтобы, например, помогать старым или думать о проблемах города, решать ее совместно, как-то коллективно, с органами власти или своими же силами.